Пока сашибежин мадат балелч, но я дал чендли духа худуса хесту, желание духа халит. Свой собственный малый бизнес для Хусена Талдиева – давняя мечта, которой он загорелся по примеру отца. Именно он в свое время решил пополнить ряды ингушских сельхозбизнесменов и даже завел более 10 голов крупного рогатого скота. Но не сложилось. Сейчас Хусен пытается возродить отцовское дело. Правда, в сарае пока только одна корова. О бизнесе не может идти и речи. Ведь для этого нужно как минимум еще несколько голов. Даже один бычок обойдется не менее чем в 30 тысяч рублей, делится Хусен. И это если не считать затраты на корм для животных. Это дворх даже 10-12 жил дед, но мотик кизгдама яртха, яртха халха, хаят серходи шума. Hans кизг поддержку отцыш сезал пателил деварса дал твалилч. Елт хам я закупать дулох 3 тонн, 4 тонн примерно. Елом 200-300 штук лилей. На программу «Диалог с народом» Хусен обратился в первую очередь за советом и просьбой помочь с материальной поддержкой для начинающих фермеров. В преддверии диалога с народом, как и ожидалось, поток обращений увеличился почти вдвое. Зачастую это не только жалобы, но и пожелания, просьбы о личном приеме и благодарности руководству региона. И хотя подводить итоги еще рано, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что самые популярные обращения связаны с улучшением жилищных условий и материальными выплатами. Однако встречаются нестандартные вопросы, рассказывает оператор колл-центра Милана Хамхоева. Одно из таких обращений тронуло ее до слез. Нам пишет инвалид первой группы, житель селения Приева. Он просит опубликовать его стихи, потому как в будущем ему предстоит операция, и он сомневается, сможет ли он опубликовать их сам. Более того, у него не хватает средств на публикацию своих работ, и он просит уголовой помощи. Уже не первый год национальная телерадиокомпания принимает и видеообращения от жителей. В основном это вопросы, связанные с ветхим жильем или плохими дорогами. Жители не просто на словах, а на конкретном примере рассказывают о своей проблеме. Сделать это может любой желающий при помощи мессенджера WhatsApp по номеру, который вы видите на своих экранах. Я житель города Волгоград, у меня такая просьба к вам. Если у вас есть возможность поменять мою квартиру с Волгограда на Магаз. Задать свой вопрос можно и при помощи СМС. Для этого необходимо отправить сообщение на номер 4647 с кодовым словом «Диалог». В обращении обязательно необходимо указать свои данные – имя, фамилию, номер телефона и домашний адрес. Количество звонков и вопросов от одного человека не ограничены. Кроме того, есть возможность написать администратору официальных групп НТРК Ингушетия в социальных сетях. Вы позвонили в колл-центр программы «Диалог с народом». Ваш звонок бесплатный. Меня зовут Милана. Назовите свои имя, фамилию и отчество. Поскольку практически у каждого жителя есть вопрос, который он хочет задать главе республики, звонки на национальном принимают круглосуточно. На случай поздних обращений работает автоответчик. Так что ваш вопрос точно не останется неуслышанным. А сама программа «Диалог с народом» выйдет в эфир уже 26 июня. Посмотреть передачу можно будет на республиканских телеканалах НТРК и ГТРК Ингушетия, а также на центральных площадях Магаса и Назрани, где установлены специальные экраны. Амина Бокова, Хамзат Халухаев, Новости 24.